Еще сегодня вот мы посоветовались с мужем, что вот как раз сегодня надо начинать придавать огласки, и я начала с того, что написала письмо с объяснением моей ситуации, с просьбой о помощи во все инстанции, в которые только можно. Написала в посольство России в Абхазии, в посольство Абхазии в России, написала президенту «Человек и закон». В общем, не знаю, работает это или нет. Буду стучать во все двери, потому что я рассчитываю вернуть наш автомобиль, который у нас просто незаконно отобрали и пользуются. Это наш семейный автомобиль. Мы пользуемся им 2019 года. Купили бэушный на тот момент, да и по сей день. Для нас это супер классная машина, которую мы больше себе не можем позволить. У нас есть очень тяжелоподъемная ипотека. И вот просто каким-то мошенникам отдать, конечно, у меня был поначалу такой ступор, что, видимо, все, значит, вот только так. Мы с мужем поговорили и решили, что будем бороться за справедливость. Попробуем. Было, конечно, страшно вообще начинать придавать огласке эту информацию, потому что казалось, что вот сейчас есть полицейские, есть закон, какая-то защита граждан своей страны, и что они все решат, и я им буду только мешать. Но по факту у нас нету ни уголовного дела, у нас нет даже объявления машины в розыск. То есть реально в Абхазии она ездит спокойно, может быть, даже на тех же номерах, и никто, кроме меня, ни о чем не переживает. Так бывает. Можно забрать чужую машину и ездить на ней. В общем, следователь от нас отмахнулся. Я тут напечатала обращение. Сейчас индивидуально буду именные обращения для каждого подписывать. И, в общем, во все инстанции, которые возможно отправлять. И факсимильно, грубо говоря, и в электронном виде. И, кстати, буду отправлять ссылку на видео, где вы пишете. Поэтому, пожалуйста, еще раз прошу, обращаюсь, помогите мне поднять эту тему, какое-то это беззаконие хоть как-то пресечь, насколько это возможно. В идеале, конечно, вернуть автомобиль. Ставьте, пожалуйста, лайки, отмечайте какие-то комментарии, хейтеры, пишите всякую гадость. Все идет мне в помощь, поэтому рассчитываю на вас. В общем, с хороших новостей со мной связались с консульства России в Абхазии, с посольства, и сказали, что готовы оказать содействие. Сейчас нам нужно будет написать заявление в Абхазии об угоне и, в принципе, дать им эту информацию, и дальше они будут действовать уже в рамках своих возможностей. А для меня эти ребята вообще являются очень большой надеждой и, в принципе, самыми такими сильными рычагами в возможности решения моего вопроса, потому что я гражданин России, и это российское посольство, но при этом они находятся в Абхазии и знают, как играть по правилам другой страны. Доброе утро. Расскажу, прокомментирую, почему я так
не конкретно рассказываю про случившуюся ситуацию, так как это такое резонансное дело, международное дело, и в перспективе уголовное дело, я не могу прям голословно кого-то обвинять и что-то о ком-то говорить. Поэтому я сделаю видео, подумаю, как его грамотно оформить, чтобы не было и для меня хуже, да, каких-то моментов, позиций, чтобы нельзя было притянуть какие-то фразы там, и описания и так далее. И все это засниму. Ну, в принципе, выложу в ближайшее время.